Здравствуйте, меня зовут Александр, и это передача «Студия 108». Уже в эту субботу, 23 апреля в 20:00 по адресу Титова, 5 в Рок-баре пройдет мероприятие под названием Springtime Rock Session. Музыкальный рок-сейшн, который проводит цитадель республиканской рок-музыки Тувинский рок-клуб. Сегодня мы сменили студию с белым фоном на декорации рок-музыки и поговорим о самом популярном музыкальном жанре ушедших лет. И расскажет нам об этом учредитель Тувинского рок-клуба Владимир Семчит. Владимир Семчит – музыкант, общественный деятель, один из учредителей Тувинского рок-клуба, официально зарегистрированного в 2016 году. Получил высшее образование по специальности инженер-строитель в Тувинском государственном университете. Основной род деятельности связан с проведением и организацией рок-концертов, куда приглашаются региональные и российские исполнители. Женат, воспитывает 3 детей и 2 внуков. Владимир, ну давай для начала расскажешь, где мы находимся. Мы находимся в Рок-баре. Это единственное место в городе Кызыле, в Туве, где практикуется живая рок-музыка, где музыканты имеют возможность выступить, порадовать своих поклонников. Так что здесь вот, как вы видите, что здесь все у нас вот так вот. Мы о Рок-баре, о рок-клубе как таковом сегодня обязательно поговорим, но сначала немножко о тебе хотелось бы поговорить. Вот ты помнишь тот момент, какой-то, возможно, даже конкретный случай, когда музыка стала вот прям частью твоей жизни? Ну, музыка была частью моей жизни навсегда, потому что мама в свое время меня отдала в музыкальную школу. А жил я в таком довольно хулиганском месте, скажем так, да. И вот я с папочкой ходил. Вот эти 100 метров пройти было самое тяжелое. От квартиры там, до выхода из двора. В итоге я 3 года проучившись, потом взбунтовался и не пошел. Затем у нас в школе был ансамбль в 7-й школе, руководителем которого был покойный Анатолий Павлович Фирсов, «Малышок», который организовался в 1966 году. И я там играл на гитаре, пел. Параллельно в Доме пионеров был ансамбль «Виа Мечта». Там я играл на барабане. И вот так и начался мой, скажем, такой экскурс в музыку еще вот в 12-13 лет, скажем так. Причем в 14 лет я уже 2 месяца, представляете, я работал в ДК «Колос». Это вот сейчас его нет, там его уже снесли. Мы ездили по пионерским лагерям, давали какие-то концерты. Я даже получал зарплату, представляете? Сколько по тем временам? Ну, что-то рублей 45, по-моему. Хватало? Для 14-летнего подростка это вообще шикарно было. При зарплате, то есть занимался я своим делом, да, любимым, да, еще деньги за это платили. Любимая группа? Любимая группа, ну, их много. Pink Floyd, Deep Purple. А любимый инструмент? Инструмент гитара, барабан. Кто, где, как учил играть на гитаре? На гитаре я сам учился играть. Барабаны? Барабаны тоже сам практически. А где барабанную установку брал? Ну вот мы в школе, потом в Доме пионеров, где сейчас начальная школа, сейчас 15-я, там раньше стоял Дом пионеров. И там у нас был ансамбль «Виа Мечта», где я играл на барабане. А все музыканты кем-то вдохновляются. Вот именно твои вдохновители. Мои вдохновители? Да я не знаю даже, кто меня вдохновитель. Вот первый, кто приходит на ум. Ну, большой толчок. Когда я был студентом, в 1988 году я в Москве, я собрал последние деньги, купил билет за 17 рублей 50 копеек на группу Pink Floyd. Они тогда первый раз приезжали. И вот я тогда обалдел. Какие ощущения? Это было просто вот неземное ощущение. Там, представляете, это по тем временам, это у нас было что? У нас там был сферический звук, то есть в любой точке олимпийского ты слышишь стереозвук, плюс шикарные сценические действия, там,
вот, знаменитая свинья, да, вот она летала там вот, где-то она, вот, с двухэтажной, там, скажем, глаза вот такие прожектора были. Там много чего было, там вообще после этого у меня вообще полностью все перевернулось, скажем так. Как в те времена люди получали информацию о новых музыкальных исполнителях, группах, возможно, каких-то движениях музыкальных? Сейчас понятно, сейчас всем правит интернет. Да, тогда, ну это как? Это вот были какие-то определенные люди, у которых были, скажем, какие-то вот связи, у них были записи. Мы, допустим, в свое время ходили с магнитофонами, у них переписывали что-то там, да, и потом у нас потом что-то переписывали. Это вот так. В итоге оригинал, скажем так, потом допереписывался до безобразного состояния, скажем, да. Но вот примерно так все и расходилось. Возможно, печатная пресса какая-то была там легальная, нелегальная. Не, в советское время по этому поводу это же была проблема. С какого времени вообще родилась идея создания рок-клуба? Рок-клуб, ну, интересно, это было 2015 год, по-моему, осень. Собрались мы с Чингизом Сарыголом, да, посидели, обсудили, вот он басист из группы «Уер». Говорим, вот, он говорит, я вот так хочу, я говорю, а я вот так хочу, и мы там раз, и наши вот хотелки как бы оформили, вот, говорю, вот так, давай. То есть просто было просто желание, что группа мне негде играть, как бы, да. На тот момент, как казалось, что групп много, там все хотят играть, но такие залы, как ДНТ, театр, там, да, филармония, это же затратные вещи для музыкантов. Вот. Недоступны были. Потом Алексей Борисович Солчак к нам подключился. И мы втроем оформили идею рок-клуба, пошли в Минюст, зарегистрировали региональную общественную организацию «Тувинский рок-клуб». У нас юрлицо, все как положено. Некоммерческая у нас организация такая. Вот. И все. Вот у нас получились бумажки, вот, и мы начали проводить концерты. Мы проводили концерты, причем арендовали все. Вот, барабаны, усилители, все было арендованное. Платили деньги, начали проводить концерты. Потом с одного концерта платного, кстати, нас там покупали, купили вот эти барабаны. Потом и началось там так, где-то письмами просили там организации, там большая благодарность, кстати, вот Тардан Голд нам цифровой пульт купили, Министерство культуры поддерживает, как вот Межигейская угольная, это как кто там? Ну, Межигей уголь. Межигей уголь, да, вот, кстати, они помогали. Мир не без добрых людей, и с миру по нитке в итоге у нас теперь, мы собрали полностью звуковой аудиоаппарат, что мы сейчас ни от кого не зависим. Кстати, Виктор Николаевич Тунев помогал. В приобретении аппаратуры? Да. Ну, все потихонечку. Барыбин Сергей Алексеевич, там, ну, очень много людей. Это вот я так навскидку не могу сейчас прям вспомнить сразу всех. То есть у вас своя укомплектованная репетиционная база? Концертная база. Концертная. Да. Как часто проходят именно репетиции? Но все-таки у поклонников рок-музыки с дисциплиной плохо. Ну, это, во-первых, это, вот смотрите, у нас вот музыкой занимается, допустим, вот филармония, там еще кто-то, да, там люди работают, они получают за это зарплату, у них там как бы должна быть трудовая дисциплина. А здесь у нас все на добровольных началах, у нас здесь нету, как бы, приказного там такого, там, что там, явиться тогда, там, как что у кого получается, так и получается в итоге. Что самое тяжелое в руководстве рок-клуба? Ну, в руководстве, во-первых, надо собрать музыкантов, да? Во-вторых, сделать так, чтобы пришел зритель. Все вот эти, скажем так, действия нужно соединить в одно, и чтобы была хорошая, интересная программа. Да, мы вот в свое время до пандемических, скажем, времен приглашали коллективы из Абакана, Минусинска, Красноярска, Новосибирска приезжали люди. Ну, такие же, как и мы, кстати, они такие, то есть не за гонорар. То есть мы собирали там где-то, у спонсоров в основном помогали спонсоры на бензин, на еду, скажем так, на проживание, ну вот так, чтобы люди приехали, и вот эти расходы мы закрывали им. И вот такие концерты делали.
То есть как бы такой культурный обмен, что у нас. Вот по поводу предстоящего мероприятия. Обратил внимание, что это такая уже хрестоматийная вещь, она у вас идет систематически. Почему именно вот в середине весны проводится такой рок-сейшн? Ну, это как у нас называется вообще-то весеннее обострение. Музыкальное. Да. И не только. Так что, да, и у нас и осеннее обострение есть, ничего страшного, не переживайте, и осенью то же самое проводится. Но выглядит как открытие сезона прям. То есть, если не полениться и до 2015 года долистать вашу страницу официальную ВКонтакте, вот, ссылку можно будет здесь посмотреть, то действительно прям стабильно у вас в середине каждой весны именно это мероприятие. Ну вот весна же такой период, что нужно, появляется очень много энергии у людей, надо как-то ее поделиться с ней правильной энергией, да, скажем так. Ну вот. В этот раз будут приглашенные гости из САЯ? Нет, сейчас у нас вот из-за пандемии так получилось, что практически на нет сошло вот это движение, но мы будем, конечно, возрождать. У нас вот по рок-клубу, я вам что хотел сказать, да, у нас вот руководство, Солчак Алексей Борисович, да, он исполнительный директор, он заслуженный артист Республики Тыва, такой, скажем, на нем все это держится. По представительству, да, у нас президентом является Алик Кувезин, Альберт. Он народный артист Республики Тыва. Сейчас он хотел, как бы, конечно, вот на 23-е приехать, но он будет сидеть в жюри «Мир Сибири», там на отборочном уже вот в эти дни, как раз именно 23-го. Так что он не может подъехать, так что вот так у нас. Очень мы благодарны тому, что вот нам помогает человек, сын моего друга, Эмин Клоян. Его Он отец... аккуратно с обратной стороны камеры сидит. Да. Его отец и мой хороший товарищ, мы с ним знакомы уже практически уже лет 20, если не больше. Вы неоднократно выступали за пределами Кызыла, в том же Абакане взять, и публика была достаточно удивлена, что в Кызыле есть такое рок-сообщество. В этом году планируется выступление именно рок-клуба за Саяном. Не принимать гостей, а наоборот поехать в атаку куда-нибудь. Ну, раньше мы ездили, раньше же были фестивали, вот в Абакане была Сорока, мы ездили туда, вот там выступали. Курага в Курагино было, мы там тоже 2 или 3 раза ездили. Ну, там как бы сейчас эти фестивали сошли на нет, но это из-за пандемии, все, я так понимаю. Очень много других фестивалей, как бы уже можно подавать заявки, но все боятся, что там дальше будет. Там будет, не будет, потому что сколько фестивалей поотменяли. В пику этому мы тут подумали с ребятами, и есть такая возможность провести летом фестиваль здесь неподалеку от города Кызыла, на станции Тайга. Там вот где открыли горнолыжку, то есть там такой покатый склон. То есть если мы внизу ставим сцену, а люди как на амфитеатре там сидят, то есть там это недалеко от города. Там есть кафе, по-моему, да, там есть какая-то инфраструктура. Да. Там можно поставить палаточный городок, то есть... Ну, это пока в планах, конечно, но было бы здорово, чтобы эти планы у нас осуществились. Причем думаем о том, чтобы пригласить хедлайнера, какую-то российскую хорошую, мощную группу, чтобы она... Ну, это вот по части вот этой... Мы с Альбертом обсуждаем эту тему. Ну, помимо Альберта Кувезина и Ядха, кто приходит еще, на кого можно было бы пригласить хедлайнером? Очень много. Или кого хотелось бы. Да, но там все зависит от бюджета. Будет бюджет, и будем уже... Мне бы хотелось, допустим, Чаев пригласить или Кузьмина, скажем, того же. Да? Вот если не секрет, так, считая дома на коленке, сколько будет стоил приезд Чаев? Ну, не знаю, 2-3 миллиона, наверное, не меньше. 2-3 миллиона. Да. Ну, я думаю, проще 2-3 миллиона куда-то вложить, да? В ту же технику, да? Хартыга, творческая деятельность Альберта Кувезина, Интеральянс Союз, Ядха. Вот можно перечислять, по-моему, длительное количество времени. С чем ты связываешь успех рок-музыки здесь, в Тыве, где, вот даже, допустим, если взять столицу республики Кызыл, на очень маленькое количество населения, ну так, более-менее,
такое большое количество музыкальных коллективов? Ну, во-первых, тувинцы сами по себе музыкальный народ. И если есть задатки, то они должны продолжаться каким-то образом, да? В том числе и в рок-музыке, скажем, да. Но такие проекты, как вот ЕТХА, это самая, наверное, старая группа, одна из таких основоположников, да, здесь, да, Альберта Кувезина. И в свое время он взял под, скажем так, свое кураторство вот молодых ребят из группы Хартыга. Они же вместе работали одно время. И вот у них были туры, совместные туры, они ездили, то есть Хартыга и Альберт Кувезин. На сегодняшний день Хартыга это уже вполне самостоятельно оформившая, скажем, в своем стиле группа. Она имеет, скажем так, уже и своих поклонников, свой стиль, узнаваемо, скажем так, в России. Они были даже на гастролях в Америке. Так что вот так вот. Интеральянс Союз – это проект такой очень интересный. Получается, что в этом проекте участвуют 3 города. Это Красноярск, Черногорск и Кызыл. Но объединяет всех этих людей, что они все родом из Кызыла. То есть вот Павел Фирсов, это вот сын Анатолия Павловича Фирсова, руководителя группы «Малышка», да, в 7-й школе, где мы, так сказать, все, откуда мы все вышли. Это его сын, и вот он организовал этот проект. Игорь Караваев, барабанщик, ну, музыканты все его знают. Он сейчас живет в Черногорске. Из Кызыла это у нас Наиль Солчак, Сай Алексей, ваш покорный слуга. В Красноярске еще есть там у нас труба, саксофон, женский бэк-вокал. Так что там, ну, такой большой серьезный проект, скажем, да, и я думаю, что, может быть, в мае, начало июня, может, да, Интеральянс Союз приедет и здесь будут тоже давать концерты. Достаточную популярность набирают этнические фолк-группы. Как ты думаешь, можно ли рок-музыке еще и вписать в награду здесь, в Тыве, сохранение этнических ценностей? Ну, вы о фолк-музыке, наверное, да? Фолк-музыка, да. Но вот в свое время, да, я вот забыл вам сказать, на моих глазах остановилась группа Хункурту. Мой товарищ Саша Бапа организовал эту группу. В Москве, я еще учился в Москве, они уже жили в Москве, тоже приехали, пытались записываться в студии. Изначально это был проект джаз-рок. Тувинский джаз-рок был. Тувинский джаз-рок, группа, причем называлась Кунгуртук. Я вам серьезно говорю. Вот. И они участвовали во втором конкурсе «Азия до Усы» в Алма-Ате. Я возил туда и фонограммы, помогал. В свое время оформлял им первые визы. Представьте, я за 3 дня оформил им визу в Англию. Красавчик. Я просто не знал, что это невозможно. Я думал, что пришел и получил визу. Ну, так получилось, что они сказали, да вы что, у нас тут за месяц, за 2 там надо приходить, да, там, чтобы визу получить. Я говорю, ну вот музыканты же едут, они так и так. Там. Принесите ваше какое-нибудь письмо, вы же там это, вот как... Я пошел в наше поспредство, есть поспредство Тувы в Москве. Там прошел к поспреду. Поспред меня ругал долго и упорно. Что же вы так ничего нормально не делаете, трали-вали. Потом подписал письмо. Я пошел, и им оформили визу. Они поехали в Северный Уэльс, по-моему, это был, Хлангох-Ленгор. И выиграли там весь этот фестиваль. И вот с этого как бы Хункурту и началась, представляете? Но вот до этого они меняли свои стили. Сначала это был джаз-рок. Причем вокалистом у них там был Саян Бапа. Сейчас он только играет, скажем так, да, ну где-то. В нем участвовали и Алик Кувезин, Альберт Кувезин был в этом проекте, и Алексей Сая, и Борис Солчак.
То есть все вот мощные музыканты, скажем так, все они прошли через вот это. Скажем, и потом, вот, причем вот, Александр Бапа, да, он потом нашел вот этот единственный саунд, скажем, да, то, что вот сейчас есть, да, это уже считается как канон уже какой-то, да, то есть вот большой этот бубен или как там, да, да, и вот и струны эти наши тувинские, да. И это вот, и все это происходило на моих глазах, все это я видел. Причем они репетировали в подвале гостиницы «Кызыл». Барабанщиком тогда у них был Богданов такой Андрей, он сейчас живет тоже в Америке. В Америке очень один из самых мощных таких барабанщиков в России. В СССР тогда еще считался, по-моему. Ну так и можно ли рок-музыке именно вписать в плюс сохранение этнических ценностей? Ну, допустим, даже взять на примере Кызыла, Тувы. Ну, у нас так оно и происходит. Хартыга, эта группа, она поет на тувинском языке и народные песни, и песни авторов, композиторов. То есть все это как бы довольно таким в традиционном стиле, оформленном, скажем, в рок-обработке. Ну и ближе к завершению немножко о больном. Раньше люди, которые занимались рок-музыкой, создавали музыкальные коллективы, учили нотную грамоту, ну, кто-то в образовательных учреждениях, кто-то, скажем так, сам на улице где-то, да. И это было, ну, прямо являлось вот тем, что создавались коллективы, люди как-то общались. А сейчас достаточно просто загрузить программу, их очень много, и эту музыку, грубо говоря, нарисовать в компьютере. Вот существует мнение у некоторых музыкальных аналитиков, что ту самую ножку славы в рок-музыке все-таки подпилило развитие технологий. Ты как с этим мнением согласишься? Ну, во-первых, рок-музыка – это состояние души, это энергия на сцене. То, что ты говоришь там с компьютером, это немножко, ну, это как конструктор Лего, скажем. Вроде все красиво, а на самом деле это просто конструктор Лего. А вот этого посыла именно, да, посыла через песню, через энергию, через игру, да, и этого нет. И поэтому всегда считалось пиком всего вот этого, да, и именно инструментальное мастерство. Можно, кстати, быть и неграмотным в этом плане, в нотном, да, в музыкальном, то есть необразованным, да, но если человек чувствует музыку, он знает, как играть, он знает, что он делает, то это будет гораздо круче, чем, скажем так, исполнение некоторых там высокообразованных людей, да, коих у нас много, если честно. По поводу компьютера, это вы, наверное, про фонограмму. Фонограмма – это бич, просто конкретный бич России. Причем самое интересное, что это в России, по-моему, распространено. Вот где-то там это уже не считается айс, это что это. Очень, представляете, да, что, или вот смотрите, у нас будет 5 человек здесь, 5-6 человек играть, да, их надо, чтобы они все это сыгрались, чтобы они вовремя все это сыграли, все правильно сыграли. Или же ты пришел, воткнул флешку и спел. Причем звук будет сведенный, потому что поскольку это студийный звук, он красивый, будет шикарный, все будет вообще четко. И по сравнению с этим живое исполнение будет проигрывать. Но это, вот здесь будет энергия, здесь будет посыл, здесь будет кайф, драйв. Говоря о музыкальных исполнителях, тут просто логика. Можно перечислять много музыкальных коллективов, которые есть в городе, в республике, в принципе. Но замечаешь, что некоторые гитаристы, те, кто сидят за ударными инструментами, клавишники, из одного коллектива переходят в другой. Может ли, и все меньше ты видишь новых лиц. Может ли это свидетельствовать о каком-то кризисе жанра, который может настать со временем? Сейчас у молодежи, я так понимаю, что много других приоритетов. Рок-музыка это уже, то есть в мои годы это считалось каким-то новаторством, да, а сейчас это уже как бы не так, не айс, да, то есть у нас IT-технологии надо, там, на еще что-то там, да. Но что вы говорите о том, что многие музыканты участвуют в разных проектах, это нормально вообще. Может кризис настать именно в исполнителях?
в будущем? Ну, потому что смотришь, что молодых все меньше и меньше и меньше становится. Вот поэтому... Как входящий поток. Да. Вот следующий этап нашего развития нашего Тувинского рок-клуба, да, кстати, вот вы здорово это подметили. Мы хотим сделать проект арт-пространства. Мы хотим сделать проект арт-пространства, привлечь молодежь, чтобы, допустим, вот, пришли ребята, мы хотим поиграть, да, вот мы их здесь, у нас здесь все есть. То есть не так, вот я хочу поиграть, а негде, да. А тут придут к нам люди, да, у нас тут все есть, они поиграли, где-то оформились, где-то что-то и что-то. И это мы будем вытягивать. Но это не только в плане рок-музыки, это арт-пространство, это будет затрагивать и художников, и хореографический, скажем так, пласт будет затронут, там, поэты, может, какие-то, да, ну, вообще то, что тот культурный посыл, который есть у молодежи, мы хотим его вытащить, скажем так. Если бы перед тобой сейчас стояли те, кто хотят свою жизнь связать с рок-музыкой, какой бы ты совет им дал? Играйте рок-музыку. Ну и последнее. Рок жив? Рок всегда жив. Можно бесконечно рассуждать о том, жив рок или мертв. Рассуждать о его будущем, приводить аргументы за и против. Но, на мой взгляд, лучше всего об этом сказал фронтмен группы Агата Кристи Глеб Самойлов. Рок может умереть внутри какого-то конкретного человека, творца или слушателя. Но пока есть люди, которые очень искренне чувствуют себя в этой нише, до тех пор рок жив. А вот насколько рок жив в Туве, вы можете убедиться сами уже в эту субботу, 23 апреля, в Рока-баре по адресу Титова 5. Дорогие друзья, это была передача «Студия 108». Меня зовут Александр, и до новых встреч!